Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. У многих людей могут быть слуги, которые могут служить им подобно наемным работникам. Будь то мужчина или женщина, какому бы статусу они ни принадлежали, шофер ли, повар ли, они выполняют основные обязанности, распространенные в домах многих людей. Необходимо думать о красивых отношениях и об их форме, как это было соблюдено пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые же люди из-за ошибочного понимания религии думают, что должны бить слугу или наемного работника, кричать на него, вредить ему только из-за того, что тот не является мусульманином. В этом большая беда, искажение основ исламского мышления и этикета, нарушение наставлений пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сказал: «Ваши рабы, ваши братья, вы обязаны их кормить, поить и одевать, и не загружать их тем, что они не могут делать. Минимум, чем мы им обязаны, кормить их, поить, одевать и не заставлять делать то, что свыше их сил». Сподвижник приходит к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спрашивает: «О посланник Аллаха, сколько раз мне прощать моего слугу?» Все потому, что сподвижник знал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был бережлив к слугам и завещал бережливо относиться к ним. «Сколько раз мне простить его? 1 раз? 2 раза? 5 раз? Месяц или 2 месяца?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал: «Прощай его каждый день по 70 раз». Если представить, что слуга испортит еду или разобьет посуду, не запрет дверь и не сделает что-либо или не доделает, не думаю, что это дойдет до 70 раз. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нас учил, говоря: «Не бейте своих служанок за то, что они разбили посуду». На самом деле, у посуды тоже есть срок, как и у сыновей Адама. Другими словами, в случае, когда слуга разбивает или ломает какие-либо предметы, пророк призывает помнить, что у всего есть свой срок. Поломалось? Ну и что ж, видимо, участь этого предмета такова. Человек нуждается в прощении Господа, совершая добро, но при этом человеку необходимо и самому прощать других. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Тот, кто не пожалеет, того тоже не пожалеют». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам рассказал, что Аллах говорит: «Есть 3 категории людей, против которых я буду выступать в судный день». Так вот, одним из этих 3, с которым сам Аллах будет судиться в день суда, является человек, который нанял работника, а затем по завершению его работы не расплатился с ним сполна. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Дайте работнику его плату, пока не высох его пот, то есть поскорее». Некоторые люди задерживают выплату жалования, например, водителю, прислуге или работнику по причине того, что он уйдет, убежит. Все эти причины не обоснованы, поскольку они уже что-то заработали. Задерживать плату, имея возможность выплатить ее, является притеснением и насилием по отношению к работнику. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, относился к прислуге? Посмотрим на слуг пророка, саллаллаху алейхи вассалям, каково же было их положение. Они все были хорошо обеспечены, они все были учеными. Анас ибн Малик был из больших алимов. Представьте, что у нас работает слуга в течение 10 лет, мы его не обучаем наукам, не даем ему книг и не предоставляем возможностей для образования. Быть может, слуга учился бы, если бы мы его повели в мадресе, и даже водитель имел бы возможность обучаться, если бы мы связали его с ильму, знаниями, как религиозными, так и мирскими науками. Анас ибн Малик стал одним из больших алимов. Ибн Масуд стал самым старшим из 6 факихов, то есть правоведов среди асхабов, сподвижников, и при этом был слугой, который таскал обувь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды Ибн Масуд поднялся на дерево арак, чтобы срезать сивак для пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и в этот момент обнажилась его голень. Ибн Масуд был низким и очень худощавым человеком, но перед Аллахом он был большим человеком. Когда же подул ветер, его чуть не сдуло с дерева, а асхабы при этом засмеялись. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Над чем вы смеетесь?» Они ответили: «Над маленьким размером его ноги». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Оно перед Аллахом больше, чем гора Ухуд». От Анаса ибн Малика:
Я служил посланнику Аллаха 10 лет. Клянусь Аллахом, он ни разу не сказал мне «уф» и никогда не порицал меня за мои действия, не указывал мне на то, что я сделал, а что нет. Да и в наше время мы можем видеть женщину, которая издевается над служанкой в присутствии других, или мужчину, обращающегося со своим водителем с презрением, издеваясь над ним, над его внешностью, расой, диалектом, употребляя резкие слова. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не был доволен тем, что сподвижники смеялись над худощавостью ноги его слуги Ибн Масуда, и встал в его защиту, дав тем самым ему большой почет и достоинство перед Всевышним Аллахом. И даже в последние свои дни в этом мире, будучи больным и близким к смерти, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в последнем завещании, он уже был вот-вот близок к смерти. Так вот он сказал: «О люди, намаз, намаз и те, которые находятся в вашем владении. Пусть представляет каждый из нас то, что завтра Аллах сделает слугу господином, а его самого слугой. И какого же отношения он хотел бы к себе? Обращайся со слугой так, как ты пожелал бы, чтобы с тобой обращались, если бы ты был слугой. Тогда ты поймешь, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, жалел их, и искренне почувствуешь то, к чему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал. Ведь у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была милость, которой он побуждал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проявлял к слугам великое милосердие. Это учение нашего предводителя и нашего имама, господина и наставника, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Скажи: «О Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».